Вы будете в шоке. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, зачем в Таджикистане закрывают мечети и отрезают электричество. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого важного. Жители села в районе Кушаньон жалуются, что местные власти отрезали их дома от электричества и закрыли мечеть, требуя, чтобы они вернули сыновей из миграции и отправили их в армию. В местном хукумате сообщили, что ничего не знают об этом. Юристы считают действия местных чиновников незаконными. Махаля Дилбари расположена в Джамаате Мехнатабот в районе Кушаньон. Председатель Махали Хашим Челаев говорит, что в этом Махале проживает 300 семей, и большая часть молодых людей находится на заработках в России. Наша Махалля большая, здесь 3 мечети. 2 мечети закрыли неделю назад, третью 3 дня назад. Из-за того, что молодежь не идет в армию, подтвердил 21 октября Хашим Челаев в телефонном разговоре. В хукумате района Кушаньон Хатлонской области сообщили, что им ничего не известно о закрытии мечети в Махале Дилбари. Заместитель главы района Дилафрус Шукруллазода 21 октября пообещал спросить у начальника отдела по урегулированию и разобраться в вопросе, но на последующие звонки больше не отвечал. В то время как в местной администрации вообще не комментируют происходящее, несколько жителей сообщили, что власти также отрезали их дома от электричества. Они сказали, что пока не вернете своих сыновей из России и не отправите их в армию, нет вам электричества, сказал один из жителей. В Джамаате Мехнатабот опровергли факт отключения электричества и закрытия мечетей, но сказали, что исполнение плана по призыву в армию в Махале Дилбари находится на самом низком уровне. Представители Джамаата при этом выразили обеспокоенность тем, что некоторые родители не отправляют своих детей в армию. В то же время жители говорят, что их сыновья уехали на заработки в Россию, чтобы обеспечить свои семьи, и будь они на родине, не отказались бы служить в армии. Как вы относитесь к такой наглости правительства? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Это уже не первый случай, когда чиновники в регионах Таджикистана прибегают к незаконным методам, отрезают дома жителей от электричества и закрывают мечети с тем, чтобы вынудить жителей отправить своих сыновей в армию. Те же самые методы были использованы в 2019 году в Джейхунском и Нурабадском районах. В том же году некоторые жители Сагдийской области жаловались, что власти задержали нескольких родителей потенциальных призывников, чтобы надавить на последних и таким образом заставить их вернуться из миграции. По мнению юриста, первого заместителя председателя Социал-демократической партии Таджикистана Сакирджона Хакимова, с такими методами план по призыву молодых людей в армию не выполнишь. Он сказал 21 октября, что отключение электричества и закрытие дверей мечети с целью принуждения служить в армии противоречат законам страны, и те, кто причастен к этой практике, должны быть привлечены к ответственности. Этими действиями власти лишают жителей доступа к другим правам, и люди используют электричество для подготовки уроков и приготовления пищи. Мы живем в 21 веке. От таких методов призыва лучше воздержаться, убежден он. В начале октября стартовал осенний призыв молодых людей в армию в возрасте от 18 до 27 лет. В Минобороны Таджикистана сообщили, что план по призыву выполнен уже более чем на 50%. Ежегодно власти сообщают об увеличении числа добровольцев на срочную службу, но случаи облав и давления на родителей молодых людей ставят под сомнение такие рапорты. Жители также говорят, что сообщения о дедовщине в армии и случаи гибели солдат в воинских частях вынуждают их задуматься, отправлять ли своих сыновей в армию. А вы с ними согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии, как вы ко всему этому относитесь. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.